Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Этот учрежденный ЮНЕСКО и подразделением образования ООН международный праздник отмечается с 1994 года. Он посвящается всем просветителям мира за их важный вклад в развитие общества. Цель Международного дня учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать поддержку учителям, чтобы они могли передавать знания следующим поколениям. Елочка появилась осенью. В этой части вы напишите то, как это произошло. Вторая часть – подарки для елочки. Обязательно не забывайте, что основная часть должна быть больше, чем другие части. Профессия педагога, пожалуй, одна из самых нелегких и востребованных на сегодняшний день. Работу учителя невозможно переоценить, так как благодаря его труду и настойчивости дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся вниманию, терпению и общению. Марина Викторовна Задорожная – педагог начальных классов, стаж работы – 20 лет. По ее собственному признанию, без любви к детям и к профессии в школе делать нечего. Дети – мое призвание. Детей я очень люблю. Дети – это мой смысл. В детях я вижу вообще себя и свой образ жизни. Весь у меня связан с детьми. И без своей работы я уже свое существование не мыслю вообще. Работа учителя требует огромного терпения и самоотдачи. И чтобы добиться результатов в обучении, хороший учитель должен быть доброжелательно настроен к своим ученикам, помогать им, стараться разъяснить то, что они не понимают. И несмотря на сложности, он должен найти подход к каждому ребенку. Безусловно, есть у нас и озорные детки, и сорванцы, и есть и послушные. Но мы должны воспринимать их такими, какие они есть. И я не думаю, что мы должны их всех лепить и работать, воспитывать так, чтобы они были одинаковы. Потому что в возрасте, когда ребенок вырастет, он проявит свою индивидуальность. В принципе, нужно развивать в каждом ребенке его изюминку, его индивидуальные какие-то способности. А Светлана Константиновна Аргун работает учителем уже более 40 лет, преподает абхазский язык. Как говорит Светлана Константиновна, любовь к школе ей привила ее первая учительница. Именно благодаря ей она и решила посвятить себя школе и детям. Для меня эти все дети, которым я преподаю, они мои родные дети. Нет у меня таких любимчиков, не любимчиков, всех детей я одинаково люблю. Все зависит от того, какую ситуацию создаст на уроке учитель. Если он учитель, и эту профессию выбрал, значит, по жизни, он должен, когда заходит в класс, такую обстановку создать, чтобы дети могли спокойно проводить урок и чтобы они полностью доверяли учителю. В этот день в школах нашей страны прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя. Поздравления и слова благодарности за честное и благородное служение делу образования и просвещения прозвучали в адрес тех, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения. В этот день я хочу пожелать всем учителям, не только нашей страны, а абсолютно всем учителям. Во-первых, здоровья, а во-вторых, хороших учеников. Дети – это всегда прекрасные люди. И от нас, учителей, зависит, какими они будут в дальнейшем. Поэтому желаю творческих успехов, благодарных учеников. И каждый ученик, вот это плод творения своего учителя, чтобы они выросли достойными гражданами и, самое главное, хорошими, добрыми людьми. Традиционно в этот знаменательный день министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба поздравил всех учителей с праздником. Дорогие учителя, пусть на ваших уроках совершаются открытия, рождаются истины, покоряются вершины, и любовь к детям наполнит вашу жизнь новым смыслом и радостью, даст вам вдохновение. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в работе, от общения со своими воспитанниками и гордости за их будущие дела и поступки. Мира и добра вашим семьям. Более 4000 учителей работают сегодня в сфере образования Абхазии. Именно от них, от качества и содержания их работы зависит развитие страны на десятилетия вперед. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Президент Рауль Хаджимба поздравил учителей Республики Абхазия с профессиональным праздником. Отдавая дань самоотверженному труду наших педагогов и желая им успехов в их благородном и ответственном деле, президент отметил, что государство прилагает все усилия для реконструкции и ремонта школ, их технического оснащения, совершенствования системы образования, для улучшения социальной защищенности педагогических работников и повышения уважения и престижа труда преподавателей. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения 5 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия» Авицба Светлане Муратовне, Авицба Валерию Расимовичу, Адлиба Заире Родионовне, Амичба Наполеону Сандровичу, Амичба Светлане Ильинишне, Аршба Манане Владимировне, Ахуба Зеркане Хакиевне, Авидян Джулете Егиш, Габне Назырбию Смаиловичу, Гого Евдокии Николаевне, Калайджан Анаид Арташесовне, Кокоскере Беле Риковне, Мрванян Азниф Амбарцумовне, Пачулия Светлане Владимировне, Тарба Риме Кирилловне, Хашиг Миноре Шаибовне. От имени правительства Республики Абхазия премьер-министр Валерий Бганба также поздравил педагогов страны с их профессиональным праздником. Во все времена вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Уверен, что вы и в дальнейшем будете плодотворно трудиться, вкладывая свой ум, силы и талант в формирование мировоззрения и становление ценностных ориентаций подрастающего поколения будущего Республики Абхазия, говорится в поздравительном адресе премьер-министра. К другим темам. Совсем скоро врачи скорой помощи в городах и районах Абхазии смогут в режиме реального времени связываться со специалистами-кардиологами. Дефибрилляторы, электрокардиографы, реанимационные мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких. Всем этим современным оборудованием будут оснащены новые инновационные мобильные комплексы по всей республике. В конце прошлого года автопарк Минздрава пополнился новым спецавтотранспортом в рамках соглашения между Сухумом и Нижним Новгородом о сотрудничестве в экономической и научно-культурной областях. Министерство здравоохранения Абхазии приобрело 8 автомобилей скорой помощи класса А уже в рамках республиканского бюджета 2018 года сегодня эти же машины оснастили необходимым медицинским оборудованием. Мы привезли в Абхазию дефибрилляторы и электрокардиографы, аппараты ИВЛ и мониторы пациента. Дефибрилляторы помогают спасать больных, электрокардиографы уже оснащены функцией телемедицины, то есть эта телемедицина позволяет получить квалифицированную помощь кардиолога там, где она физически невозможна. То есть у нас в центре сидит кардиолог-специалист, а на месте работает бригада скорой помощи, и они обсуждают кардиограмму пациента. То есть удаленная квалифицированная помощь. Все машины нового поколения отличаются от прежних современной комплектации. На приобретение машин и их оснащение было выделено около 15 миллионов рублей. 2 машины скорой помощи остаются в Сухуме, на станции скорой помощи и в городской больнице. Остальные автомобили распределены по одной в каждый район республики. Центр один в городе Сухум. Один кардиолог может дежурить на всю республику, на всю страну в одном центре. А все 8 машин уже оборудованы вот этой техникой, они, онлайн режимом будут передавать в этот центр. То есть, приехав даже фельдшер, уже не доктор, а фельдшер, снимая кардиограмму, то, что тот же фельдшер видит у себя на мониторе, на аппаратуре, тот же онлайн режимом идет в центр, где специалист-кардиолог, видя кардиограмму, видя ситуацию, моментально реагирует, дает рекомендации, какие препараты, в каких дозировках, что, как делать. И вот этим мы сократили фактор времени.
Оборудование для скорой помощи – особая категория медицинской техники, используемая выездными бригадами врачей разного профиля. Включает весь набор аппаратуры, необходимой для выведения пациентов из критических, угрожающих жизни состояний. Оснащение реамобиля – задача, сопоставимая по ответственности и значимости с выбором оборудования для стационарных отделений интенсивной терапии. Именно в автомобиле экстренной помощи предпринимаются первые действия по восстановлению витальных функций, поддержки дыхания и сердцебиения, выведению шокового или токсичного состояния. Министерством здравоохранения в 2019 году запланировано создание единой республиканской службы скорой и неотложной помощи и приобретение дополнительных машин скорой помощи для всех районов республики. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 5 октября свой день рождения отмечает писатель, поэт, публицист, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия Платон Бебия. С этим знаменательным днем поэта поздравил президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. В Абхазии и за ее пределами вас широко знают как талантливого, многожанрового поэта, писателя и публициста, который многие десятилетия трудится в сфере абхазской литературы. Вы относитесь к творческому поколению абхазских поэтов со своим особым звучанием, появившемуся в 1950-е годы. Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всем и абхазского долголетия, говорится в частности в поздравлении президента. 6 октября отмечается 26 лет освобождения Гагрского района. В честь знаменательной даты в городе Гагры в 18 часов состоится праздничный концерт, который завершится салютом. А начнется памятный день в 12 часов церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Дню освобождения города также посвящены спортивные турниры, шахматный по мини-футболу между 8 командами района и турнир по шашкам. Государственный ансамбль народного танца Абхазии «Кавказ» имени Кандида Тарба примет участие в открытии юбилейной выставки «Золотая осень» в Москве. 20-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень» начнет свою работу на ВДНХ 10 октября 2018 года. В этот юбилейный для главного события отрасли год выставка пройдет под девизом «Возможности вне границ». «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении 20 лет, сохраняя лучшие традиции всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области агропромышленного комплекса. Традиционно и в этом юбилейном для выставки году свои достижения представит Республика Абхазия. Ну а сейчас традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 20-25 тепла. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.